Многие жители и гости нашей столицы заметили яркие краски на улице Труда. И все это не просто так, ведь совсем недавно здесь стартовал проект, когда молодые художники расписывают тот самый асфальт. Как это все происходит, кто это делает, мы вам покажем. Чего только не встретишь, прогуливаясь по улице Труда. Здесь и игра компьютерная из детства многих из нас. Обратите внимание, я не сразу, кстати, догадалась, что за игра, но потом я поняла. Далее здесь интересный такой абстрактный дракон, извивающийся вот так вдоль тротуара. Ну а далее есть и лик молодой девушки, и красивый парящий орел. То есть я, например, считаю, что эту улицу уже можно назвать таким неким арт-объектом нашей столицы. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как пришла идея такая, кому она принадлежит и вообще какая основная цель вот того творчества, которым вы сегодня занимаетесь? Пригласили меня творческий кластер «Квартал Труда», вот, что находится на этой же улице Труда. Для чего вдруг решили вообще разрисовать асфальт? Не стены зданий, не заборы, а именно асфальт. Именно асфальт, потому что эта дорога, то есть этот тротуар ведет именно к самому «Кварталу Труда». Ага. Вот, Типа, то есть украсить путь, да? Да. К нему. Хорошо. А вообще специфика рисования на асфальте, она отличается от рисования, допустим, на Стенах? заборе, да, на стенах? ну, смотря чем. Допустим, я привык рисовать баллонами, а здесь уже рисуешь кистью либо валиком. Вот, и, соответственно, тут краска другая, она такая износостойкая, фасадная. Так, ну и как бы тут есть свои нюансы тоже, то что тут большая проходимость на этой улице. Допустим, если я рисую на заборе, как бы там никто не мешает, а здесь постоянно нужно следить, чтобы никто не ходил по нарисованному рисунку. А вот отсюда возникает вопрос, откуда идеи, с кем вы согласуете это или это лично ваше решение? Вот захотел такую картинку, будет такая картинка. Ну, по идее, как бы я предлагал несколько вариантов эскиза, и отобрали вот, которые понравились. То есть какая-то логическая цепочка есть, вот, допустим, этот участок, потом тот, они друг друга цепляют или это совершенно разные? Это разные, потому что эскизы вот разные. Допустим, вот это мой, следующий там другого художника, следующий мой, и вот так очередность. Ну, хотя у меня тут сколько? Раз, два, три, четыре, как сказать? Объекта, да. Объекты, это ваше. Я вижу, у вас есть помощники, кто помогает вам в этом нелегком труду? Мне помогают студенты Архитектурного института, вот, волонтеры. Вот, вызвались, молодцы. И вообще, вот у вас есть определенные, наверное, сроки. Сколько времени у вас выделено на всю эту улицу? По идее, мы должны были закончить 27 числа к открытию кластера. Кластер тоже там ремонтные работы очень долго ведутся, поэтому его открытие тоже перенесли. А здесь вот совсем недавно этого асфальта тоже не было. Мы ждали, пока его закатают дорожные, да. И вот потом уже приступили. Но я рад, что наш город преображается. То есть тут как идея такая, то, что если, допустим, ну как улица Труда, тут в основном это, так сказать, улица китайского рынка и овощников. Да. Вот. А сейчас здесь появляется как творческий кластер, и тем самым, вот, допустим, вот такими рисунками, муралами мы хотим как бы задать тон, чтобы здесь уже как-то все более-менее преображалось, чтобы было красиво, аккуратно.
А если говорить о практичности, сколько лет простоит? Не могу сказать, а это уже зависит от поставщика краски. Да? Да. Но мы вообще в планах, ну годик-то простоит? Ну, годик, я думаю, расстоит. Простоит эта Да. красота, да? Хорошо, ну вот мы сейчас увидели ваши готовые работы там уже, это действительно красиво, это восхищает. И не только мы, наверное, рады таким ярким краскам на той самой улице Труда, да, но и многие жители нашей столицы. Но давайте немножечко расскажем, вдруг кто-то захочет у себя дома на своем асфальте нарисовать какую-нибудь картину. Мгм. Небольшой такой мастер-класс для наших телезрителей, что для этого нужно, с чего начинаем и так далее. Ну, во-первых, вам нужна сама идея. Вот. Если вы обладаете художественными талантами, то можете нарисовать эскиз. Вот. И потом уже переносить это все на асфальт. Ну, соответственно, надо закупить краски. Мгм. Вот. Можно рисовать мелом, наносить эскиз, как делал я. Ага. Вот. И потом уже, вот, допустим, тот участок, вот, где вот дракон, Мгм. я разбивал по квадратам. Ну и вы, как вы заметили, тоже вот. Ну и вот здесь есть квадраты. Да, ну здесь как бы проще. Просто если, допустим, сложный рисунок, то я его разбиваю на квадраты, и вот потом уже по квадратам легче наносить какой-то сложный рисунок. А то есть квадраты это только для вот как масштабирование некое, да, Да, вот да, откуда да, куда, да, да. чтобы детально. То есть, дорогие друзья, если хотите нарисовать у себя на участке, допустим, такой мурал, то необходимо для начала как тетрадь, да, Да, по клеточкам да. сделать, а далее будет все тогда одного размера. Но у вас опыта большой, я смотрю, что вы просто так ходите рисуете уже без квадратиков, да? Ну да, тут просто, естественно, тут квадратики побольше, Ага. вот, и, ну все равно нужна какая-то отрывная точка, чтобы наносить эскиз. Ага. Вот. И- И если, допустим, вот просто до этого вот там участок есть, где вот со столбами, там другой художник рисовал, у него как бы такое мышление немножко, как сказать, в общем, он рисовал все от руки, Ага. без нанесения макета. То есть как пойдет, так пойдет. Да, то есть он фристайлом рисовал. Да, поэтому мы и видели там, когда прошлись, то есть там какие-то волны и такая абстракция некая, да? Во-во, То есть абстракция, да. абстракция, да? А у вас все-таки должны быть какие-то пропорции, да? Да, и я привык какая-то- рисовать, чтобы у меня все было четко, как бы, и соответствовало. Вот здесь что макету. будет? Я посмотрела, улыбочка котика, да, какого-то лапки, это что? Да, это у нас такие классики. Классики. Да, классики. Действительно, ну, гигантского размера классики, да? Ну, то есть прыгать можно будет, наверное, семьей. Да, да, да. Отсюда туда. И, ну, такое забавное, почему бы нет, развлечение, да? А краски выбираете цветовую гамму сами. Да, все сами. Ну, то есть как захотите, да? Да. Хорошо, но взяли мы, допустим, кусок Асфальта. территории, да? Да. А очищать нужно обязательно перед нанесением краски или нет? Обязательно. А чем очищаем? Щеткой? А просто от крупного мусора. То есть крупного затирать спиртом ничего не надо там такого плана? Нет. Ну, просто у нас тут были участки большие, тут у нас специально выделили дорожники компрессор, Мгм. и компрессором выдували большую грязь, А, пыль. То есть можно сделать так, да? Да, У вас, в частности, вот щетка лежит, почистили, да? да, И далее нанесли макеты, и потом уже раскрашиваем красками. да. Можно Подожди, сделать. подержите, ага. Ну, вот, можно так сделать. Видно? Есть? Ага. Так, где я был? Так. Мгм. Ой. Да. Так, эта линия сюда пошла. Что-то тут неправильно. На нас так люди смотрят, да? На вас целый день, наверное, смотрят, да? Да. Что он тут делает? Странный человек ходит с палкой, да? Обычно в Китае такие ребята ходят, ну как ребята, там пожилые китайцы занимаются каллиграфией. У них там тоже Ну такая и- палка, и здесь кисть большая. Они окунают в воду,
И мокрой кистью каллиграфии пишут иероглифы. И потом эти иероглифы со временем исчезают. Ну, какие-то там, я не знаю, Интересно. мысли, может. Ну а так, наверное, люди проходят мимо, вот как сейчас, оглядываются, да? Наверное, задают вопросы, что вы делаете, да? Да, обязательно. Как же без этого? Просто человек вышел порисовать в центре города, а на самом деле потом они увидят всю красоту. Но я вижу, что погрешности некие здесь возможны, да? То есть, ну, где-то подтерли, да? Да, не все идеально, Это конечно. все как бы на ваше усмотрение же, правильно? Да. Ну, то есть я, допустим, веду линию, если что-то не так, исправляю сразу же. Но здесь все равно нужно быть человеком с хорошим глазомером, да, потому что Да. так просто не получится. А вы сам профессиональный художник, да? Нет, я нигде не учился, я Самоучка? самоучка, да. У меня другое образование совсем. А помните свою самую яркую работу, которая навсегда останется в вашей памяти? Самая яркая работа. Есть такое? Ну, работ там много, чтобы самая яркая, не знаю. Не, ну чтобы, допустим, может, осталось в памяти, может быть, имело Ну, какое-то знаковое такое значение для вас. Ну, я бы не сказал, что у меня прямо такое есть. То есть, есть, конечно, такие глобальные, вот, как на Юнского, вот, мурал был. Это мы где-то Азии рисовали. Вот, там было 2 фасада дома. А так, я бы не сказал, что вот как конкретный какой-то мне прямо А запал. краску вы используете какую? Специально Здесь? для... Или обычно? Нет, вообще здесь. А здесь, если честно, я не знаю, как она точно называется. Алкидная точно ее называют. Алкидная. Ага. Хорошо. Но, как вы говорите, она все равно должна на асфальте уж как-то задержаться, правильно? Да, да. А сверху потом какое-то топ покрытие должно быть или краски одной достаточно? По идее, просто краской. Чтобы такого там лакировать или как-то защищать, Нет такого здесь, да? такого, да. А вообще вот из вашего опыта, да, в нашем климате, вот те самые граффити, которые на стенах, на домах, да, Да, они хорошо переживают морозы, да, хорошо. да? То есть нет такого, что потом краска там посветлела или отвалилась? Если отваливается, то это уже, допустим, Фасад- с фасадом? да, что-то фасад не подготовили, допустим, должным образом. Сейчас я нарисую эскиз и сразу же закатаю краску. А проще работать с краской или с баллончиками? Баллончиками, конечно, баллончиками. Баллончиками? Да, все время. Намного быстрее баллончиками. А то, что вот кистью, особенно когда вот много маленьких деталей, Ага. это очень долго. Не туда пошел. В принципе, ничего замысловатого здесь нет, да? На палочку прикрепили мел. В Ну да, руках перчатка, это тот самый ластик, да? Ну, изначально, как бы, я думал, специально наколенники надел, думал, Да. вот, так рисовать. А А потом, сейчас все намного проще, да? Такой некий лайфхаки. ну да, уже лайфхак такой. Просто к палочке прикрепили мел, перчаточка с резиновым покрытием. Все что-то лишнее подтер тут же на месте. Что-то нужное добавил. Зачем каждый раз наклоняться и поясницу, да, мучить свою? Проще вот с палочкой. И пошел. А у творческого человека все, видимо, получается легко и просто. Не надо здесь каких-то точных измерений. Самое главное, вот те самые квадратики. Дорогие друзья, мы продолжаем работу на улице Труда, где работает опытный граффити-художник Андрей. И сегодня мы уже приступаем к раскраске, да? Как Да. это правильно? К нанесению краски, правильно, да, говорить? Так, ну хорошо, используем мы краску, как вы сказали? Алкидную краску? Алкидную краску. Ну и как мы надеемся на то, что все-таки она выстоит несколько лет, да? Надеемся. Итак, ну тут все просто, то есть по вашему уже нанесенному трафарету, грубо говоря, мы рисуем, да? Да, Отлично. можем приступать. Так, хорошо. Упс. Вот здесь. А вообще сколько слоев-то надо красить? Одного достаточно? По технике 2. 2 слоя? Да. А надо хорошенечко размазывать, да? Да, а вот желательно- поверхность же пористая. Да, вот Как вчера вот мы говорили про
покраску в домашних условиях. Ага. Вот. И желательно, чтобы поверхность была гладкая. Гладкая. Да, то есть вот там длинный участок был, там асфальт был крупной фракции, так сказать. Ага. Вот. Его было сложно красить. То есть Очень большой расход, да, большой наверное? расход, да. Асфальт, как оказалось, очень хорошо впитывает краску. Да, то есть Вот. это так, не дешевое удовольствие, да? Да, Раскрасить асфальт. если, допустим, рисуешь на стене, естественно, там расход намного меньше, тут Мгм. приходится тратиться в 2, а то и 3 раза больше. Ну и как мы говорили, это не требует дополнительного, да, какой-то фиксации там лаком или каким-то Нет. там Нет. противоударным, да, моментом. Нет такого? Противоударным? Ну вот, допустим, чтобы там не откололось, не раскололось, такого нет? Да, Краска. От да, мороза нет От такого? мороза. Кстати, вот на том участке там краска как-то отслаивалась. А, да вы что, то есть это так, это не проконтролируешь, да? Да. Ну вот это только один слой, действительно выглядит так достаточно блекло, да? Мгм. А вот это сколько слоев здесь уже нанесли? Тоже один. Тоже один? Ну, возможно, сразу же, то есть раз, и потом же уже сразу 2. А, Вот здесь, допустим, он выглядит намного ярче. Чем. отлично. А краска это быстро засыхает? Вот сколько дней вот вы не разрешаете ходить по асфальту? По идее, она сохнет за 2 часа при Ага. температуре 21 градус. А, да? Здесь далеко от этой температуры, на дворе осень, да, и, конечно, здесь, Да, и наверное. ей рекомендуют пользоваться при температуре свыше 5 градусов. То есть тут все против, да, Да, тех самых указаний. да. Но ничего, главное же результат, а результат мы уже видели, Мгм. что результат есть. Лучше наносить вот так. Как? Ну, вы как-то так наносите. А, да, но мне хочется туда в эти дырочки попасть, а А. надо вот так, да, вверх-вниз. Ну, да. Так, вот здесь я не вижу грани, не буду туда Ага. суваться, это лучше вам сделать. Да, хорошо. А то я что-нибудь не туда мазану. А здесь уже назад пути нет, да? То есть нанес и все, да? По идее, можно исправить. У нас 2 цвета. А, можно поверх накрасить, да? Да, когда засохнет. Лучше этого не делать. Так. Вот у нас идет вот так. Вокруг лапы. И вот здесь. А, вы граница. мне контур сделали, да? Да. Где я должна закрасить желтый. И вы все время смотрите на тот самый эскиз, да? Чтобы, Да, мало ли что. да. Но здесь же у нас классики достаточно несложный, да? Мгм. Рисунок. Так, свет это. На чем я только не рисовала в рамках проекта, мы вам покажем. Это было стекло, бумага, фарфор, керамика. Но сегодня я рисую впервые в своей жизни на асфальте. И я внесла свою лепту в это благое дело. Конечно, работа это требует времени, действительно, это очень кропотливый и изнурительный труд. Ребята здесь работают не часами, а днями, и работа кипит. К сожалению, показать финальный результат наших классиков не получится, но я думаю, каждый из вас, дорогие друзья, может посетить улицу Труда и восхититься этими красивыми работами воочию. Мы благодарим вас за ваш труд и, конечно, надеемся, что именно благодаря вам и вашим помощникам наш город станет краше. Спасибо.